В сотрудничестве с фондом уйгурских ученых Марифет и ICNA Relief Canada в Стамбуле состоялось открытие проекта уйгурского квартала. В районе Селим-Паша, Селиври, Стамбул 7 марта 2023 года состоялась торжественная презентация жилищного проекта, направленного на помощь нуждающимся уйгурским семьям. На открытии, организованном фондом уйгурских знаний и изобретательности, присутствовали сотни представителей уйгурского народа, в первую очередь представители канадской благотворительной организации ICNA Relief Canada и неправительственных организаций Восточного Туркестана, действующих в Турции. Согласно полученной информации, участок рассчитан на 95 квартир в 6 зданиях. Стало известно, что 64 квартиры, которые будут достроены с помощью ICNA Relief Canada, будут предоставлены для проживания нуждающимся уйгурским семьям. Неправительственные организации протестовали против зверств, совершенных Китаем в отношении женщин из Восточного Туркестана. На пресс-конференции в Стамбуле Фатихи, посвященной Международному женскому дню 8 марта. На пресс-конференции выступили Международная ассоциация неправительственных организаций Восточного Туркестана, Ассоциация культуры и семьи Нузугум Восточного Туркестана, Международная ассоциация по правам беженцев и другие родственные организации, которые рассказали миру о зверствах, совершенных китайской администрацией в отношении женщин Восточного Туркестана. Правительство Нидерландов объявило, что введет дополнительные ограничения на экспорт оборудования для производства микросхем в Китай. В письме, представленном парламенту, министр внешней торговли и сотрудничества в целях развития Лизье Шрайнемахер содержалась информация о дополнительных ограничениях на экспорт оборудования для производства полупроводников в Китай. В письме Шрайнемахера говорилось, что правительство приняло решение расширить экспортные ограничения на оборудование для производства полупроводников с точки зрения технологических достижений, геополитической ситуации и международной безопасности. Кристофер Рэй, директор Федерального бюро расследований США, заявил, что Китай может получить доступ к данным и устройствам пользователям через сайт обмена TikTok и выполнять через них операции с большими данными. Рэй поговорил с директором национальной разведки Аврил Хейнс, директором Центрального разведывательного управления Биллом Бернсом, командующим киберсилами США и главой Агентства национальной безопасности генералом Полом Никасоне на заседании Сенатского комитета по разведке, посвященном глобальным угрозам США. Нижняя палата Конгресса США, Палата представителей, проголосовала за законопроект, внесенный депутатом-республиканцем Мэттом Гетцем, призывающий президента Джо Байдена вывести все американские войска из Сирии. Гетц указал на сложное уравнение, сформировавшееся в Сирии, заявив, что американцы могут задаться вопросом, как Сирия стала ареной соперничества великих держав. В результате оползня, произошедшего после проливных дождей на индонезийских островах Натуна, погиб 21 человек, по меньшей мере 50 пропали без вести.